Ассаламу алейкум, алейкум маршадон. Приветствую всех сегодня. Мы записываем видео специально для канала Даймовка Онлайн. И я напоминаю, что вы можете подписаться на наш личный канал Амина Тисаева, ссылку на который найдете внизу в описании на видео. Сегодняшнее наше выступление посвящено личности, я бы сказал, даже династии выдающихся личностей, во главе которой стоит Тархо Шоухол. И далее будут упоминаться такие известные его потомки, как Акмар, как Мед, Султвенок и так далее. Прежде всего надо сказать, что согласно преданиям, которые существуют, это одна из чеченских фамилий. В этих преданиях упоминается, что личность Тархо Шоухола жила приблизительно в XIV веке. И Тархо Шоухол имел своего брата. Они в письменных источниках, этнографических записях 19-20 веков фигурируют как два брата. Это Шоухол-хан и Шемол-хан. Утверждается, что оба брата, один брат поселился, Шемол-хан, на Тереке, а другой брат поселился в районе современных Тарков. И непосредственно через определенное время он становится владетелем на территории этого населенного пункта. Это Шоухол-хан. Само имя его говорит о связи с титулом, шамхальским титулом. И в родословной акинцев и кейцев упоминаются в следующем порядке эти имена. Это Тархман Шоухол, это снова Шоухол, это Ахмад, и потом идут различные разночтения. Но мы опираемся на источники 19 века, не исключая этнографические материалы современников, согласно которым далее идут Мед, старший брат его Итер и другие. После Меда Султ и Венек. О каждом мы поговорим в отдельности. Прежде всего скажем, что согласно преданиям у Тархон Шоухола была супруга. Эта женщина приходилась родной сестрой курчелоевскому герою Ханбалху, то есть они оба были детьми также курчелоевского героя Курчелха, который был сыном, в свою очередь, был сыном Кушула. От этой супруги у Шоухола был сын, которого также родственники по матери назвали Шоухолом. Почему? Потому что сам Тархон Шоухол погиб при неизвестных обстоятельствах, для нас неизвестных, но родственники ребенка по матери решили дать ему такое же имя, как и его покойному отцу. Такая традиция, она была распространена вплоть до начала 20 века, когда ребенку давали имя умершего отца. Итак, у нас первый Шоухол-хан, и у которого был брат Шемол-хан, и у нас второй Шоухол. У второго Шоухола был сын, которого назвали Хазбул. Хазбул или Хазбулад, Пулад или Пул было распространенное имя в средневековый период. Оно имело разные формы. Это Пулад, это Булат или Булат, ну и так далее. Согласно преданию, через некоторое время, при неизвестных нам, опять же, обстоятельствах, Хазбула оказался на территории Мамлюкского султанатства и поступил на службу к мамлюкам и сам, собственно говоря, стал частью этой военной организации тогда. И с некоторых пор он получает звание, которое становится и закрепляется за ним как имя собственное. Он в преданиях фигурирует не только как Хазбула, но в первую очередь как Ахмар. Имя это, кстати говоря, Ахмар, оно передается потомками в различных формах, не только потомками, но и этнографическими материалами. Где-то мы его видим как Ахмара, а где-то видим как Ахмерда, где-то как Ахберга, где-то как Ахтамара. Версий и разночтений много, но, по всей видимости, речь идет о более архаичной форме Ахтмар, потому что Ахтмар было действительно распространенным в средневековый период именем, и оно буквально означало Ахтимар, то есть белый или благородный тимар, железо, металл. Итак, личность Ахтамара, она или Ахмара имеет отношение прежде всего к 15 веку.
При обстоятельствах, которые мы, выстраивая нашу гипотезу, расписали, основываясь на этнографическом материале, в начале 15 века Ахмар, как и его коллега, тоже из мамлюков, согласно тем же преданиям, это кабардинский князь Инал, появляются на Северном Кавказе. Ахмар поселяется на Северо-Восточном Кавказе, непосредственно в Тарках, как и его дед становится местным правителем. И Инал поселяется на Северо-Западном Кавказе и занимается объединением разрозненных адыгских племен, и, собственно, основывая и начиная возникновение последней, по крайней мере, известной нам кабардинской династии кабардинских князей. Это все события, как я сказал, начала 15 века. Что интересно, об этом еще будет упомянуто. И Ахмар, и Инал, которые, согласно преданиям, имели прямое отношение к мамлюкскому султанатству, а значит, к египетскому халифату, они впоследствии борются с ференгами. Ференги или перенги – это чеченское название франков. Франками тогда называли вообще представителей Западной Европы, то есть людей, так или иначе связанных со священной Римской империей, германской нацией, то есть с католическими орденами, миссиями и так далее. Следовательно, для них, в их понимании, эта борьба против франков была прямым конфликтом между мусульманскими эмиссарами и крестоносцами. Итак, согласно преданиям, некоторое время Ахмар проводит на территории Тарков. Однако через определенное время при обстоятельствах, связанных с местным населением, с внешнеполитическими обстоятельствами, приблизительно к 1442 году Ахмар вынужден вместе со своим окружением и со своими сподвижниками покинуть Тарки и переселиться на территорию современной равнины, современной Чеченской Республики. Это ориентировочно Ачхом-Артановский район, область где-то близ села Шамиют. Далее Ахмар проводит какое-то время там, и уже при известных обстоятельствах, это событие с 1442 года, когда чеченцы приняли участие на стороне ханов Большой Орды Сейд Ахмата в его конфликте против Хаджи Гирея, то есть это крымчане, нарождающаяся крымская династия Гиреев. В этом конфликте чеченцы принимают участие на стороне Большой Орды, терпят поражение вместе с ханом Сейд Ахматом, и вследствие этого начинается так называемое гирейское или гирейско-косожское завоевание территории равнины Центрального и Северо-Восточного Кавказа. Это событие с 1452 по 1459 год. Собственно говоря, при этих обстоятельствах, по нашим расчетам, приблизительно 1454 году, Ахмар вместе со своими двумя сыновьями, супруга его, согласно преданиям, уже либо умерла, либо погибла, к 1454 году со своими сыновьями Итаром и Медом Ахмар поднимается в горы Чечни, возвращается даже в горы Чечни на территорию современного Елхароя. Некоторые проводят время там. Пока он проводил время на территории Елхароя, согласно преданиям, он уже наладил связь, вышел на связь с другим чеченским предводителем, которого звали тоже Пулат, но только Пулат был известен в народе, по крайней мере позднее точно, под именем, титулом Воккал. Его также назвали Воккалан Пулат. Через некоторое время Мед переселился уже во внутреннюю часть, вернее, Ахмар вместе со своими сыновьями Итаром и Медом переселился уже во внутреннюю часть Галанчожского района. Они заняли территорию современной Акки, территорию современного Кейского ущелья, и так далее. Сообщается, что согласно одним преданиям речь идет об Ахмаре, согласно другим преданиям речь идет о Меде. Но мы, основываясь на принципах большего количества
и, значит, учитывая сведения из источников 19 века, а есть не только русскоязычные, но и немецкие тексты 1684-87 годов, берлинские издания, в которых рассказываются эти этнографические материалы, приведены. Согласно им, значит, и другим источникам, Ахмар женится на дочери Воккала. И от этого брака уже появляются новые братья и сестра у Меда и у Итера. Значит, называются разные имена. Мы упомянем трех. Это Чуопа, это Хоттинг и это Язни. Значит, дальнейшее развитие событий связывается с тем, что между Воккалом и Ахмаром возникает, значит, союз. Этот союз обусловлен был тем, что в горах из-за оккупации плоскости начался голод, начались, скажем так, родообщинные междоусобицы. Это был объективный процесс, потому что земли было недостаточно, в горы хлынуло многочисленное количество беженцев. Подчеркиваю, что это середина, вторая половина 15 века. И при этих обстоятельствах вожди и предводители различных родов, тейпов были вынуждены вести войну фактически на три фронта. Первый фронт – это фронт на равнине, потому что для того, чтобы добыть достаточный корм для своих животных, и для того, чтобы прокормить своих соплеменников, необходимо было, введя одновременно в борьбу по освобождению плоскости, угонять княжеские стада, табуны и так далее. Значит, второй фронт заключался в конфликте обществ, каждая из которых курировала свои собственные интересы. Так уж сложилось, что до того, как многочисленные беженцы появились в горах, у определенных обществ, общин была более обширная по площади территория в горах, у других меньше. Но когда все сложилось так, как мы описали, уже начался конфликт, поскольку малоземелье вынуждало и толкало людей пытаться захватить каким-то образом, если это не удается дипломатией, территорию своих соседей. Ну и третий фронт касался непосредственно самих обществ, в которых шла борьба за лидерство и соответствующие привилегии в условиях столь тяжелой борьбы на три фронта, как я сказал. Значит, в этих условиях предания рассказывают и возникают такие прекрасно представленные в этнографических материалах личности, как вот помимо Ахмара, помимо Воккала, начинают играть роль в этих событиях Мед, позднее его внук Сулдвинег, значит, такие представители, значит, соседних обществ, как Бирикбич, как Элдиталат и многие-многие другие. И что примечательно, все вот эти противоречия, которые существовали у этих людей, они опускаются на второй план в тот момент, когда возникает угроза от общего противника. Мы опять же возвращаемся к вопросу, который был затронут ранее, касающийся борьбы с представителями католических миссий или так называемых крестоносцев, которые вплоть до 15 века, вернее даже до почти последней четверти 15 века, усиленно пытались удерживать и распространять свою сферу влияния и проводить религиозные проповеди, даже церкви, документально, что зафиксировано на территории Северо-Восточного Кавказа. И эта картина, она вынуждала определенных людей вести борьбу против таких соседей. Эта борьба сначала была политическая, потом она достигла эскалации, кульминации, которая переросла уже в кровопролитие. Ну и сообщается, что вследствие объединения различных чеченских родов совокупными силами, в том числе речь идет о Воккале, речь идет об Ахмаре, речь идет о Бирикбиче и других героях, им удалось совместно вытеснить перенгов на территорию Центрального Кавказа. То есть они отступили, и значит, их влияние было прекращено на чеченской земле. Значит, это очень примечательно. Эти сведения так или иначе
описаны и представлены в этнографических материалах XIX века. Они упоминаются у Ипполитова, у Миллера и других исследователей. Далее, после личности Ахмара идет фигура его сына Меда. Мед был достаточно предприимчивым и очень успешным дипломатом, и не только дипломатом, но и человеком с серьезными амбициями. И его амбиции, в конце концов, согласно преданию, вылились в то, что на территории царойского общества состоялся съезд элиты, которая была представлена кабардинскими князьями, была представлена кумыкскими князьями, ну и чеченскими представителями. В итоге на этом съезде, учитывая происхождение Меда, от Тарпой-Шоухала, от Ахмара, его статус в своих рядах, они признали его в качестве предводителя, которого они называли князем в их интерпретации. И надо полагать, что с этого времени, даже в источниках XIX века, Мед фигурировал под именем хан Мед. То есть он поставил себя на равных перед феодальными руководителями нечеченского происхождения. Естественно, в чеченском обществе эти понятия имели другое представление, но для остальных представителей других национальностей он был равным по правам и по возможностям и привилегиям. Известно, что деятельность последующая Меда, она не особо приветствовалась соседями, и распространение влияния, попытка распространения ее в некоторых случаях силовым путем, успешная деятельность, я еще раз подчеркиваю, была обусловлена политическими обстоятельствами того времени. Это сложное время, когда действительно те или иные представители пытались добиться лидирующих позиций, чтобы объединить людей, но не всегда эта интерпретация приветствовалась населением. В итоге в одном из сражений Мед погиб, погибли его близкие люди, остался в живых его внук Сулдвенок, и уже в преданиях рассказывается известная история, в том числе в источниках, в записях этнографических XIX века, о том, как Сулдвеногу, спасшемуся в этом трагическом сражении, удалось впоследствии отомстить своим кровникам, воспользовавшись, опять же, помощью дальних родственников, которые были уже интегрированы в кабардинскую элиту. Таким образом, конечно, мы сегодня ссылаемся не на письменные источники, но на этнографические материалы, на предания, хотя надо подчеркнуть, что речь идет об этнографических записях не только 21, но и 20 и даже 19 века, в том числе иноязычные записи, допустим, берлинские издания 1884 и 1887 года. Нельзя утверждать, что это абсолютная правда, потому что в преданиях всегда и часто присутствуют противоречия, бывают различные интерпретации, но так или иначе они описывают общую картину, которая весьма занимательна и создает у нас общее представление о событиях описываемого периода. Да, вот я тебе.